получить энергию от бересты, работая с материалом, как бы вот очень энергетический позитив получаешь, несмотря на ту погоду, которая сейчас у нас на улице. Вот, поэтому хочется получить чего-то, ну, такого, я не знаю, которое вдохновит, может быть, еще на какие-то работы. Зародилась задумочка сделать коллекцию лаптей. Вот. Начала я это, наверное, для того, чтобы себя как-то успокоить в этой жизни, потому что очень мало эмоций получаешь. Вот. И поставила для себя цель сделать что-то интересное, нужное для людей, просто для того, чтобы провести небольшую такую пропаганду нашего лаптя компермятского бренда, так скажем. Вот. Ну и зародилась такая мысль сделать коллекцию лаптей от самого маленького. Вот покажу, если увидите. И до самого большого. Ну, самого большого, я не знаю, конечно, можно еще размеры побольше, но пока где-то 1,20 м может быть. Ты ще вот тази технология секачко коина нимкам меса? Но это, наверное, довольно-таки долгий путь, так скажем, длиной в жизнь. То есть это, во-первых, сначала к материалу привыкала. Любовь к этому материалу вообще, то есть вот познакомила с этим материалом Попова Людмила Ивановна. Вот мой преподаватель первый, который вот дала как бы, вот это вот призвание в моей жизни, может быть, даже помогла, да, в этом пути. Затем, когда я работала в культуре, в Центре национальных культур, я очень много встречалась с мастерами, народными мастерами, которые проживали в разных деревнях и плели лапти. Особенность, наверное, в компермятском лапте, он у нас самый красивый. Во-первых, по форме, во-вторых, на левую и на правую ногу одеваешь, то есть есть вот такой нюансик. Ну и если говорить, когда используется лыка, то носки крепкие, вода не проходит. Если там других народностей, как сито, лапти, то у нас очень крепкие. Любой материал у нас в жизни, он требует как бы много очень усилий для того, чтобы создать какую-то вещь, будь это лоза, допустим, будь это еще какие-то вещи, там соломка, любой материал, который заготавливаешь. Очень много времени и труда уходит вот именно на заготовку материала. А на обработку, если ты художник, я думаю, что руки знают, что делать с этим материалом. Выбираем бересту березку ровную в смешанном лесу, вот, для того, чтобы получить качественный материал для работы. У природы нет плохого материала, который можно использовать на какую-то бижутерию, может, украшения, какие-то неформальные работы можно изготовить. Вот. Но береста заготавливается в зависимости от погоды. Это можно по народным приметам как бы определить, когда можно идти заготавливать бересту. Это когда цветет рожь, шиповник цветет, земляничка цветет, первая гроза. Это трудоемкая работа, если еще вот считать, что качественный материал снять, а если это еще цельные, как бы сколотни для туесов цельных, для жидкости, то там еще сложнее. Второй вопрос — это чистка материала. Очень было бы хорошо, если бы материал был уже чистенький, и работать вообще прелесть. Чаще всего людей пугает, вроде бы хочет заниматься, человек только начинает чистить бересту, сразу же пугается, там скрип и так далее, какие-то шуршания. Вот, кому-то это может и действует на нервы, отказываются от этого дела. Поэтому чаще всего на мастер-классах я даю уже почищенную красивую бересту, чтобы их привлечь. В первую очередь, когда это даже зависит от того, как мы заготовим материал. Во-первых, при заготовке материала, когда мы находимся в лесу, в рулон сразу же нельзя сворачивать пласт, который мы снимаем. Его нужно разложить под деревьями, чтобы сильно солнышко не попадало, чтобы ветерком обдувало. Если же мы в сыром виде как бы скрутим,
то домой пришел, еще одна работа появится, раскрутить, все это просушивает. И у бересты есть свойство, вот я тереблю листочек, да, он у меня вот сам по себе скручивается так. Чем жарче на улице, тем оно быстрее скручивается. У бересты вот эти вот чечевички идут, то есть не как оно сворачивается в природе, да, вот так не заворачиваем, а сворачиваем наоборот вот по горизонтали. Береста имеет все-таки свойство высыхать, пересыхает, так скажем, она становится ломкой. Поэтому когда вы занесли, нужно обкатить просто кипяточком. Тогда она становится мягкой, эластичной и податливой. Ну и положить под груз. Кипяточком очень аккуратненько ошпарили. Ну и потом, значит, мы очищаем либо это ножом, либо это берем наждачную бумагу, очень такую, ну для плетеных изделий, допустим, можно почистить вот такой бумагой. Вот так вот, таким образом. Вот. Видите, как бы убираем вот эти вот наростики частично, ну еще можно немножко пошевелить. И вот оно уже ровненькое, для работы пригодное. Затем еще ножом убирается край. Вот я убрала с помощью ножа, вот этот край убирается. Также можно таким ножом убирать еще и наростки. Для того, чтобы начинать плетение лаптя, вообще любого сувенирного лаптя, плетение начинается с носка, то есть с подошвы уголочки делаются и сам носочек, ну, затем плетется передняя часть. Нежели в лаптях, которые у нас несут утилитарное назначение, это лапти, которые носятся, они плетутся с пяточки. Начинаем уже плести, конечно, немножко подтягивая. Хотя еще можно будет подтянуть в процессе работы, для того, чтобы дырочек как можно меньше было. И в конечном счете, когда лапоть будет уже, основа будет готова, первый слой, то мы оплетаем вторым слоем для того, чтобы закрыть и внешнюю сторону, чтобы она у нас была желтенькая. Вот таким образом у нас получается вот такой уголок. Длина полосок у нас коротенькая. Вот, и поэтому нам нужно постоянно добавлять, для того, чтобы плести. Вот видите, у меня закончилась полоска. Вот я готовые полосочки беру дополнительные. Вот она, видите, как скручивается. Вот, и добавляю с помощью степлера. Ну, это чисто такие формальности, чтобы не работать с клеем. Когда мы сплели носочек, здесь начинаем размер наш, чтобы увеличивать. Он бы у меня только коротенький. Вот когда я сплела вот эту часть, у меня вышло вот, допустим, вот отсюда, если считать, вот здесь вот у меня заканчивается. Затем мы начинаем добавлять полоски для того, чтобы увеличить нам размер. Ну и аналогично делаем на пяточку уголочки, так же как и носочек. Единственное, что просчитываем у нас для пяточки 4 ромбика. 1, 2, 3, 4. И также смещенные 2 полосочки перекрещиваем, делая угол. Вот, и поднимаем на уровень 2 ромбиков от угла высота нашего лаптя.
нам нужно пройти по всей плоскости, чтобы у нас было два слоя. То есть нижний слой, вот это наша желтенькая часть, да, и верхний слой, чтобы весь вот закрылся вот такой, как бы, ну, изнанки, чтобы не было видно. Два слоя. Нежели лапти, которые у нас бытовые, они плетутся в 3 слоя. 2 слоя лыка, и посередине между ними береста идет. Эту коллекцию можно будет увидеть на праздниках различного уровня, но думаю, что будет гулять со мной. Талын ялына жнинкам, меспети саланышнины вежиса сапог гез дамадиккам кат. Но мед буне вынатны это ремеслоса, кудым карынсултатыса картованинкам мез. Анета места слой срадейтана и учат понда. Песня сближает народы. В 6-й раз на гостеприимной Пермской земле принимали Всероссийский форум национального единства. 6 сотен делегатов из 50 регионов страны приехали за новыми знакомствами, опытом, дружбой. Это действительно всероссийская площадка, где мы можем обсудить различные вопросы, и мы понимаем, что именно сейчас важно проводить такие мероприятия, поскольку национальный вопрос в стране стоит остро, и мы должны налаживать добрососедские отношения, мы должны дружить, мы должны чувствовать друг друга и понимать, что мы одна большая всероссийская семья. Организаторы форума – администрация губернатора Пермского края и Ассамблея народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. В Пермском крае есть чем поделиться в плане межнациональных отношений, поскольку в регионе проживают граждане более 140 национальностей, пермяки полиязычные и многоконфессиональные, как эти ленты, символизирующие разные народы. И, конечно, нотку патриотизма в открытие форума внесли дети. Я хотела, конечно, пользуясь случаем, поблагодарить руководство Пермского края, лично губернатора Решетникова Максима Геннадьевича и все правительство Пермского края за возможность проводить форум, Всероссийский форум национального единства здесь, в Перми. И то, что Пермский край уделяет этому внимание, я думаю, что это очень дорогого стоит. 3 дня работы, более 30 экспертов на 20 площадках, деловая и творческая части, дискуссии, семинары, круглые столы и тренинги, диалог о том, как выстраивать добрососедские отношения, объединять усилия властей и общественных организаций для сохранения этнокультурных особенностей каждого народа. На Пермский форум приезжают люди из самых дальних уголков России, удивительные, как и сама страна. Я там очень рада, что о моем русском устье, которое находится на краешке земли, узнало такое количество людей. Это вообще невероятно. И теперь мы будем дружить и общаться. Это единство, это же вообще это здорово. Для нашей России это большой плюс. Презентовать свою народность, рассказать об интересных практиках мог каждый участник на конкурсе лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений. Вот где происходил настоящий обмен опытом и проектами в сфере сохранения языка, обычаев, культуры. Мы все представители разных национальностей, каждый из нас хочет сохранить свою идентичность, но вместе с тем мы понимаем, что вот в таком многообразии должно быть единство. Мы стараемся дружить, взаимодействовать, и поэтому у нас получается такая дружная, единая семья. Деталями, изюминкой, особенностью своей культуры здесь делился каждый. Конкурс лидеров общественных объединений – кладезь информации для тех, кто ежедневно занимается работой в области национальных отношений. Очень многие не знали, что такое северный народ, что есть своя культура, что мы не просто там в чумах живем, а мы еще можем и показать, и рассказать, и станцевать, и сплясать.
Литературный марафон – это проект, который формирует полезную привычку читать книги. В данном случае проект формирует привычку читать татарскую литературу. И самые интересные отрывки размещает у себя в социальной сети ВКонтакте либо в Инстаграм с хэштегом «Эдаби марафон». И задача нашего конкурса – найти не только практики, но и помочь людям свои лидерские качества упрочить, сделать так, чтобы за ними шли как можно больше людей. Большой интерес вызвал тренинг по формированию общественного мнения в сфере государственной и национальной политики. На конкретных примерах участники форума познакомились с особенностями в написании и реализации грантовых проектов. Как показывает практика, финансовую поддержку находят те идеи, которые отражают этнокультурные особенности разных народов. Специфика есть, потому что национальные проекты, они могут существовать как мононациональные, так и как межнациональные. А мы говорим в первую очередь именно о создании межнациональных проектов. По-моему, с моей точки зрения, сейчас это наиболее важно и серьезно, когда люди разных национальностей узнают друг о друге и учатся работать, жить вместе, быть открытыми друг для друга и вместе работать на благо нашей Родины России. У каждого национально-культурного объединения для гостей была своя программа. В этом тоже уникальность форума. Пермские башкиры при поддержке администрации губернатора организовали круглый стол по поводу важной даты – столетия башкирской автономии. Гостеприимный прием прошел в культурных центрах русской, марийской, еврейской, немецкой и грузинской национальности. Были поездки и экскурсии. Мы получили очень много информации, поделились тем, как работают на местах. Это надо для дружбы, для того, чтобы все жили в согласии. Организуя это мероприятие, мы сделали 2 выездных площадки в Бардынский район и на территорию Пермского университета, для того, чтобы и география расширилась, и новые впечатления и эмоции сложились от общения с конкретными учеными в конкретном образовательном организации, да, с конкретными жителями, носителями той или иной культуры. Я влюбилась в вот этот форум, на самом деле, очень. И то, что организаторы такие молодцы, вот все продумали и встречают все с улыбкой. На форуме обсуждалась иммиграционная политика. Пермь рассматривалась как положительный пример, где муниципальная и краевая власти системно подходят к социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Работают общественные центры, издается справочная литература и в целом создаются добрососедские отношения. Мы должны помогать мигрантам адаптироваться в нашем обществе, мигранты должны быть мотивированы к этой адаптации. И все это, конечно, будет способствовать налаживанию межнациональных отношений, отсутствию конфликтов межнациональных. И поэтому вот такие вопросы возникают, такие проблемы, которые мы должны решать совместно. Национальный мир хрупок, поэтому таких форумов, как Пермский, должно быть больше, чтобы людей разных национальностей связывали узы патриотизма, взаимоуважения, укреплялась дружба между народами. Ведь только вместе, сообща, можно сделать страну сильной, единой и великой. Сентябрь айында район хакимияты вәкилләре, җирле җыелыш депутатлары, авыл җирлекләре башлыклары, мәктәп директорлары, муниципаль учрежденияләр җитәкчеләре, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре составындагы Барда районы делегациясе эш визиты белән Татарстан Республикасының Актаныш районында булды. Татарстан Республикасының иң көнчыгыш чигендә Агыйдел Чулман буена урнашкан җирлеге, гасырларга киткән тарихы булган Актаныш Аккала татарларының кунакчылыгы гаҗәпләндерде дә, сокландырды да. Сәфәр Актаныш муниципаль районы хакимиятенең актлар залында үзара танышудан башланып китте. Эшлекле сәфәр кысаларында авыл хуҗалыгы һәм кулланучылар базары идарәсе вәкилләре районның алдынгы хуҗалыкларында булдылар. Әмиров крестьян фермер хуҗалыгы эше белән таныштылар. Биредә ферманың тәҗрибәсен, азык әзерләү цехының эшен, автоматлаштырылган сау залын карадылар. Бардалылар сәләтле балалар өчен гуманитар интернат гимназиясендә, сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен интернат мәктәбендә, Әтәшкәй балалар бакчасында булдылар. Актаныш технология техникумы белән таныштылар. Шулай ук катлаулы гаиләләрдә үсүче балаларны тәрбияләргә ярдәм итүче Советлар Союзы герое Хәсән Заманов исемендәге Актаныш кадет интернат мәктәбендә кадетчылар зур тамаша күрсәтте.
Бардалылар Актаныш районы җитәкчелегенең мәдәниятне үстерүгә, милли традицияләрне һәм үзенчәлекләрне саклауга юнәлдерелгән көндәлек, җентекле эш алып баруын күрде. Биредә мәдәнияткә, китапханә фондларын туплауга, музыка уен кораллары, милли киемнәр алуга зур игътибар бирелә. Агыйдел җыр һәм бию ансамбле Татарстан Республикасының автономияле мәдәни дәүләт учреждениесе һәм авыл мәдәният йортлары белән танышу моның ачык дәлиле булды. Шулай ук эш визиты барышында спорт белгечләре һәм спорт мәктәпләре хезмәткәрләре белән очрашуларда масса күләм спортны һәм сәламәт яшәү рәвешен үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышынды. Спорт объектлары, буз сарае, бассейн, физкультура сәламәтләндерү комплексы, шахмат клубында булу, тренировкаларны карау иң яхшы тәэсирләр калдырды. Бардар районы делегациясе өчен Актаныш районына сәфәр нәтиҗәле, файдалы булды. Бу территория безнең өчен үрнәк инде, үрнәк беренчедән, икенчедән без шулай менә Башкортстанга күп йөрибез, Татарстан җиренә күп йөрибез. Без менә шушы поездкаларны губернаторыбыз белән согласовать итеп, менә без бүген Энгел Навапович белән сөйләшеп утырдык. Без уйлыйбыз инде шушы ике район ара элемтәне алга таба алып барырга уйлыйбыз. Без ышанып калабыз инде, менә чакырдык. Шундый зур делегация белән безнең район, Бардар районыбызга чакырдык. Бардар районы ул шулай гади район түгел. Ул теге Рәсәйгә танылган район. Ул татарлар компактны яшәй торган Пермь өлкәсендәге Татарстанна түгел, башка өлкәләрдә белә торган район ул. Ул бик күп шәхесләр татар дөньясына биргән, мәдәният эшлекләре, сәнгать эшлекләре биргән район. Бу халык алдында мин башыям. Эш сәфәре нәтиҗәсендә очрашуларны даими рәвештә уздыру, үзара хезмәттәшлек турында килешү кабул итү, Актаныш районы делегациясенең җавап визитын оештыру турында карарга килешенде. Әйтергә кирәк, Актанышлылар шикелле бардалылар да тарихыбызны, милли традицияләребезне саклауга, аларны үсеп килүче буынга тапшыруга зур игътибар бирә. Озын яланда яшәүче Әдибә һәм Равил Батыркаевлар тарафыннан оештырылган музей-йорт нәкъ шушы максатларга ирешергә ярдәм итә. Күп кенә социаль мәдәни проектлар конкурсында җиңүчеләр. Хәзер алар авыл этнографик туры, татар гаиләсендә кунакта проектын тормышка ашырып, туристлар кабул итә. Без хәзер үзебезнең кол белән төзелгән музей йортында утырабыз. Бу музейны без күптәннән оештырырга теләгебез бар иде. Балалар белән үзебезнең әти-әниләрдән калган әйберләрне, иске әйберләрне, чиккән әйберләрне, теккән әйберләрне саклыйсы килү йөзеннән һәм шуны балаларга да, кешеләргә дә күрсәтү йөзеннән югалмасын өчен, нәселебез дәвам итсен өчен, менә шушы кечкенә йортыбызны без бала йорт дип музей итеп ясадык. Монда ата-бабаларыбыздан калган, күршеләрдән җыйган әйберләр саклана. Менә монысы май тукый торган, май язабыз дип сөйләшәбез. Аны тукый дип түгел, язабыз дип сөйләшә идек. Менә монда каймакны салалар, бер мискә каймакны тутырып, бераз сулмый, аның крышкасы капкачы була. Менә булай итеп әйләндерәсең. Менә шул әйләндереп утыра торгач инде, ул анда майга әйләнә. Мин аның ниләрендә, пычракларында юмыйм. Чөнки ул минем әтинең пычраклары. Ул киеп калдырган ниләр, чабаталар. Менә бу әйберләр, менә монсы тәгәрмән дип атала, кул тәгәрмәне. Анасында, менә монда ботай саласың да, әйләндерәсең, ярма барлыкка килә. Менә әни безгә бодайдан ярма ясап, ашны шуның белән пешерә торган иде. Менә он иләп алып керә торган. Җилкәвеш дип атабыз, җилкәвеш. Менә шушының тутырып, он иләп алып кереп, ипи пешерәбез. Моны минем бабам ясаган. Бу йорт үзенә күп кенә кунаклар, мәсәлән, 2015 елда туристлар төркемен кабул итә. Биредә Валида халыкара туризм фирмасы тарафыннан оештырылган матбугат туры уза. Чарада Пермь краеның масса күләм мәгълүмат чаралары журналистлары һәм фотохәбәрчеләре, Мәскәү һәм Пермьнең туристик тармагы экспертлары, тарихчылар һәм туган якны өйрәнүчеләр катнаша. Мастер-класслар күрсәттек без аларга. Миштә коймаклар койдык, нидә Барда елгасында көймәләрдә йөрдек. Кул чалгысы белән печәннәр чабып күрсәттек. Анан агачны
эретеп кисеү резьба дип атала инде бу. Шуны күрсәттек, әзерләдек, бер 30-дан артык төр татар ашларын әзерләдек. Батыркаевлар гаилә бердәмлеген, сөю сәгадәт белән аклаган, бер-берсенә булган мәхәббәт белән якыннарын да җылыткан парлы тормышның күркәм өлгесе. Ярты гасыр бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, акыл, өмет, ышаныч кирәк. 50 ел бергә яшәүнең сире бик гади генә. Бер-береңне аңлап, бер-береңә ышанып яшәүдә һәм максатларның бер булуында. 50 ел ул 50 көн түгел. Аның һәр мизгеле алар өчен кадерле, якын. Артка әйләнеп карасаң, ниләр генә кичерелмәгәндә, нинди генә авырлыклар күрелмәгән. 5 елдан артык вакыт үтсә дә, хөрмәтле өлкәннәребез бер-берсенә булган хисләрен үзгәртмичә, тормыш мәшәкатьләре арасында югалып калмыйча, матур итеп гомер кичерә бирә. Яратып сине мәңге туялмам, 50-60 еллар үтсә дә, без кыргания үткән гомребез, төзелгән мәхәббәттән генә.